Вы говорите прекрасные вещи, я слушаю, и, однако, не согласен. Ну, за это спасибо. А дело в том, что вы говорите, что Творец упрямец. Ты можешь убедить земной шар не притягивать что-то, висящее в воздухе? Нет. То, что я вижу, что есть упрямство со стороны Творца, особенно. Да какая природа? Но люди говорят, что он не является упрямым к ним. Потому что ты не видишь, ты не понимаешь законов. Что значит, я не понимаю закон? Я же вижу, что есть определенные люди в мире. Ты не понимаешь природу. Ты знаешь законов природы? Знаешь, вот у меня есть два предмета в воздухе, да? Я сейчас оба отпущу. Кто упадет прежде? Кто упадет позже? С какой скоростью они упадут? Я говорю о воздухе, не в вакууме. В вакууме они бы упали, там, может, упали бы одинаково. То есть есть законы. Один из нас вот такой тяжелый, как ты, а другой полегче, как твой сосед. Так каждый получает, упав, разные удары. Ты говоришь: о, он такой удачливый, а я каждый раз как хлопаюсь и должен отскребывать себя. Так что, ты не понимаешь условий. Дорогой мой, нужно учиться. Нужно учиться. Если нет, будешь получать и удары, и еще удары, и еще. В конце концов, ты научишься, но это называется путь страданий. И эти удары подводят тебя лишь к необходимости понимания учиться. Они не дают тебе понимание само по себе. Ты не сможешь избежать того, что говорит наука Каббала. Выполнение того, что говорит наука Каббала. Или ты выполнишь это сейчас, если послушаешь мудрых людей. Да, вот перед тобой находятся подобные. Или тебе придется страдать, получать удары, и лишь затем ты придешь к мудрецу в другом поколении, через кругооборот 2, и вновь будешь сидеть здесь. Ну, не здесь, в новом здании. Ну, так и будешь учиться.